Самый главный результат поезда главы Чечни на Ближний Восток – это укрепление дружеских, экономических и культурных связей России с исламскими государствами. Рамзан Кадыров в этих отношениях занял позицию связующего звена между нашей страной и мусульманским миром. Аналитики подчеркивают, Рамзан Кадыров смог найти алгоритм взаимодействия между Ближним Востоком и Россией. Встречи с самыми влиятельными фамилиями и родами, которые сегодня стоят у власти в этой стране, с такими как Аль-Нахаян, Аль-Мактум и так далее. Значит, это еще раз говорит о нестандартности встреч. Сработало знание мусульманского менталитета, общность понимания проблемы, особенно то, что касается бизнеса, инвестиций, да, вложения денег, там, совместных каких-то деловых проектов там, и так далее, и так далее. Я считаю, что это прорыв. Я считаю, что с точки зрения реализации международных отношений, внешнеэкономических каких-то наших планов, мы получаем очень большую жирную оценку 5, благодаря известным усилиям главы нашей республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Прорывом можно назвать и договоренности с крупными инвестфондами стран Персидского залива. Привлечение инвестиций в экономику региона была, пожалуй, одной из приоритетных задач руководства Чечни в уходящем году. Деловые встречи с руководством арабских стран, в частности Эмиратов, с их бизнес-элитой позволили заключить ряд соглашений. Деловые круги стран Ближнего Востока готовы вкладывать в развитие Чеченской республики. И здесь решающую роль сыграла не столько благоприятные условия для инвестирования, но в первую очередь личность Рамзана Кадырова. Надо отметить, что вообще любые зарубежные инвестиции – это не просто какая-то денежная, финансовая, как сказать, вклад в экономику. Это знаковый момент с точки зрения повышения инвестиционного климата, с точки зрения повышения и политического, в том числе, рейтинга нашего региона. Первые результаты инвестиционной политики не заставили себя долго ждать. Авиакомпании из Саудовской Аравии и Грозный Авиа подписали соглашение о сотрудничестве, обновлении авиапарка, открытии новых маршрутов, совершенствовании сервиса. В ближайшие годы обещают стать революционными для Грозненского авиаузла. Впрочем, это только начало больших перемен. В регионе реализуется инвестиционный пакет, который включает в себя 54 проекта, 32 в области промышленности и энергетики, 15 в агропромышленном комплексе и 7 проектов в сфере услуг. Общая сумма для их реализации составляет свыше 170 миллиардов рублей. 20 905 рабочих мест – это совокупное количество рабочих мест, которое может быть создано в случае реализации всех 54 проектов, утвержденных постановлением правительства. Что касается внутренних реформ, то их тоже в этом году было немало. В первую очередь, это реорганизация нескольких ведомств и создание одного министерства, которое возглавил Муслим Хучиев. В него вошли Минэкономики, Минпечати и информации и Министерство по взаимодействию с гражданским обществом, которое было создано после встречи с активными подписчиками в Инстаграм. Оно стало вторым ведомством, которое напрямую работает с населением Чечни, каждый день принимая и обрабатывая сотни обращений, и не только от жителей региона. Через несколько месяцев Минпечать снова отделили, его возглавил Шайд Жамалдаев, а департамент по обращениям граждан перешел в администрацию главы и правительства. Из-за того, что очень много обращений в адрес главы республики, пришлось переориентировать работу департамента по работе с обращением граждан при правительстве, да? И также вот в этом направлении работает один из отделов нашего министерства. Рамзан Кадыров в феврале 2013-го заявил о создании своего аккаунта в приложении Instagram. За считанные недели он становится звездой Рунета, а еще через неделю аккаунт в Instagram превратился в электронную приемную главы Чечни. С регистрацией соцсети Рамзана Кадырова связано немало политических событий в регионе. Он не раз встречался с активными подписчиками, решал проблемы как общественного, так и личного характера. Произвел кадровые изменения во многих ведомствах, создал новые структуры в органах власти, призванных улучшить качество жизни населения. Такой гиперактивности и со стороны читателей, и со стороны самого руководителя регионов, это до сих пор не наблюдалось, это само по себе явление уникальное. Еще бы я что отметил, значит, помимо, скажем, интерактивного общения с читателем, эти аккаунты в соцсетях дают возможность мониторинга ситуации в обществе. То есть вот через этот взаимообмен изучается ситуация в тех или иных отраслях или в тех или иных вопросах.
То есть это все равно, что называется, держать руку на пульсе республики. Рамзан Кадыров в течение года остается лидером среди самых открытых глав региона. Соцсети, как Инстаграм, так и Твиттер и ЖЖ, для Кадырова важный канал непосредственного общения с населением. Он ведет блоги, читает комментарии и лично отвечает. В ноябре этого года глава Чечни возглавил рейтинг самых популярных губернаторов-блогеров. Кадыров в течение всего года, по мнению исследователей, остается автором самого цитируемого блога среди руководителей российских регионов. Статус самого цитируемого губернатора-блогера также 10-й раз подряд получает глава Чеченской Республики. Рамзан Кадыров обгоняет своего ближайшего конкурента губернатора Краснодарского края почти в 2 раза. Ясмина Гацаева, Дауд Куруев, Тамерлан Арсунукаев. Новости.